13 января международная организация Human Rights Watch опубликовала отчет за 2023 год, в котором сообщила, что уйгурский вопрос стал предметом внимания международного сообщества и что давление на Китай начинает оказывать воздействие. В отчете говорится, коллективное внимание к ужасающей ситуации с правами человека в Синьцзяне заставило Пекин встать на защиту, и китайское правительство прилагает огромные усилия, чтобы оправдать свое отвратительное поведение. В отчете сообщается, что в мае прошлого года были обнаружены портреты 300 тысяч заключенных уйгуров и внутриполитические документы высокопоставленных китайских чиновников, касающиеся жестоких репрессий против уйгуров. Кроме того, подчеркивается, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека предупредило в отчете, опубликованном в августе прошлого года, что репрессии Китая в Восточном Туркестане могут представлять собой преступление против человечности. Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Кишида Фумио, совершивший официальный визит в столицу Вашингтон в рамках своего турне по странам G7, выступили с совместным заявлением по итогам двусторонних переговоров. Заявление, в котором говорилось, что Джо Байден и Кишида Фумио встретились в исторический момент, было указано, что Китай и Северная Корея сталкиваются с рядом проблем из-за растущего напряжения в Индо-Тихоокеанском регионе. Государственные учреждения Китая увеличат свой контроль, приобретя 1% золотые акции в таких гигантских компаниях, как Alibaba Group и Tencent Holdings, и могут использовать эти акции для доступа к критически важным данным, а также для эффективного управления. Этот шаг рассматривается как попытка Пекина получить больший контроль над ключевыми игроками на крупнейшей в мире интернет-арене. По данным Пекинского университета, по состоянию на 11 января число случаев заболевания COVID-19 в Китае достигло 900 миллионов. Как сообщает BBC, согласно исследованию, проведенному университетом, коронавирус был обнаружен в 64% страны. Предположительно, в районе Гангсу инфицирован 91% населения. Тайваньская армия проводила учения во время возросшей военной мобильности Китая. Учения проходили в городе Гаосюн. Был изучен сценарий защиты от возможного китайского вторжения. На остров вертолетом высадились представители сил противника. Против них выступила тайваньская армия. Снайперы перехватили войска противника. Затем в дело вмешалась бронетехника. Прохождение тайваньских учений привлекло большое внимание. Главное таможенное управление Китая сообщило, что объем торговли с Россией увеличился на 29,3% в 2022 году, достигнув нового рекордного уровня. По данным Главного таможенного управления Китая, объем торговли между Россией и Китаем в 2022 году вырос на 29,3% и достиг 190 миллиардов 271 миллиона долларов.